Коронавирус пришел в Центральную Азию. В Казахстане 10 зараженных. Президент Токаев ввел чрезвычайное положение. Нацбанк отпустил валюту тенге в свободное плавание. Его курс к доллару резко понизился. Школы и вузы не работают. Детские сады пока открыты. Есть повышенный спрос на продукты, ажиотажа пока нет. В Кыргызстане ни одного случая. Обстановка нервозная. Таджикистан продолжает жить обычной жизнью, несмотря ни на что. В Узбекистане выявлены первые носители коронавируса. Официальный Ташкент закрывает границы. Недели две или сколько, может, больше, не знаю. Продажи нет масок, да? Нет. А антисептики сколько стоят? Антисептиков тоже нет. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Казахстане объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Режим продлится с 16 марта по 15 апреля. На этот период в стране закроют все объекты торговли и развлечений, кроме продуктовых магазинов и аптек. Под запрет попали массовые спортивные и другие мероприятия. Также введено ограничение на въезд и выезд из республики. Ернур Дожанов продолжит. Коронавирус в Казахстане набирает обороты. Сегодня количество зараженных в стране увеличилось до 10. На этом фоне напуганные казахстанцы с нетерпением ждали, что же скажет президент. Касым-Жомарт Токаев еще раз рассказал о принимаемых мерах безопасности и попросил граждан быть ответственными. Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину. При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания. Уклонение от прохождения медицинского обследования и нарушение карантинного режима будут наказываться. При этом нужно помнить о простых способах заботы о себе и о своих близких. Регулярно мыть руки, соблюдать санитарную гигиену, стараться избегать мест массового скопления людей. Предупредил глава государства и о серьезных экономических последствиях для страны из-за коронавируса. Грядущий мировой кризис отразится и на Казахстане. В связи с этим президент пообещал больше поддерживать бизнес и создавать новые рабочие места. И на это из бюджета намерены выделить колоссальную сумму. Правда, на что конкретно пойдут деньги, Касым-Жомарт Токаев не уточнил. На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге. Нельзя допустить снижения уровня кредитования бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет увеличено финансирование программы «Экономика простых вещей». Обращение президента оставило неоднозначное впечатление. Граждане так и не дождались ответов на свои главные вопросы. Ждать ли отсрочки по кредитам на время ЧП и введут ли налоговые каникулы? Эти темы сейчас горячо обсуждаются среди населения. Многим приходится закрывать свой бизнес и ждать окончания чрезвычайного положения. Его, к слову, в случае необходимости могут продлить еще на больший срок. Казахстанский тенге продолжает стремительно падать. С раннего утра курс доллара в обменниках подскочил до небывалых 450 тенге. Произошло это после заявления Нацбанка. Там утром сообщили, что фактически отпускают тенге в свободное плавание, полностью отстранившись от формирования курса. После таких новостей на казахстанской фондовой бирже даже некоторое время не могли определить средневзвешенный курс американской валюты. Ближе к обеду он все-таки сложился на отметке в 436 тенге. В свою очередь, обменные пункты к этому времени полностью приостановили продажу иностранной валюты. Свое решение опустить тенге в свободное плавание финрегуляторы объяснили возникшими рисками для казахстанской экономики. Якобы сохранение и удержание курса на прежних уровнях неминуемо привело бы к значительному снижению золотовалютных резервов страны, долларизации, кризису ликвидности и к еще большему ухудшению ситуации в экономике. Ситуацию на валютном рынке Казахстана обсудим с экономистом, основателем сайта Economist.kz Касымханом Капаровым. Касымхан, здравствуйте. Казахский тенге продолжает падение. Как долго это может продлиться и на какой отметке по отношению к доллару тенге может остановиться? Как вы думаете? Да, действительно, тенге за неделю потерял 50 тенге, это порядка 15%. И здесь фундаментальные факторы, которые влияют на падение, это в первую очередь цена на нефть. Мы видим, что цена на нефть все еще никак не может стабилизироваться. Она была $35, сегодня она упала снова до $30. На глобальном рынке нефти идет перепроизводство, превышение предложения над спросом. И понятно, что тенге будет продолжать нервно реагировать на то, что происходит на мировых рынках нефти. В этом плане роль Нацбанка сейчас достаточно ограничена, также в силу небольших размеров, которые Нацбанк может использовать для защиты тенге.
Касымхан, и все-таки граждане Казахстана в ожидании, до какого предела тенге может опуститься? Есть ли у вас какой-то среднесрочный или, может быть, краткосрочный прогноз хотя бы? Да, мой прогноз заключается в том, что на первом уровне, наверное, тенге Нацбанк будет пытаться зафиксировать тенге на уровне от 450 до 500 тенге. Но если ситуация с ценой на нефть не изменится в течение месяца, то есть если нефть будет стоить ниже $40 на горизонте одного месяца, то, мне кажется, Нацбанку будет очень сложно удержать тенге и придется снова вводить режим плавающего обменного курса. И в таком случае следующий рубеж уже будет 600 тенге за $1. И вот как раз-таки давайте поговорим о том, что сделал Национальный банк Казахстана. Он фактически отпустил тенге в свободное плавание. Как вы считаете, это правильное решение финансового регулятора или стоило все-таки регулировать курс, чтобы избежать резких колебаний? Нацбанк пытался в течение прошлой недели стабилизировать курс. Для этого он начал тратить свои резервы. По моим подсчетам, более $1 миллиарда было потрачено из резервов. Но мы видим, что сегодняшняя мера Нацбанка по переходу на свободно плавающий обменный курс, она вынужденная, в первую очередь продиктована тем, что ликвидных резервов Нацбанка в свободно конвертируемой валюте сейчас недостаточно. И Нацбанк видит, что пока ситуация с нефтью не стабилизируется, он не может достаточно жестко отстаивать какую-то позицию тенге. То есть вы комментируете это как бессилие Национального банка, и даже интервенции в этой ситуации не могут помочь, правильно? Да, проблема заключается также в структуре резервов, которые накоплены Нацбанком. То есть сегодня президент Токаев прогласил цифру $90 миллиардов, но важно понимать, что из них 60 миллиардов – это активы Национального фонда, которые не могут быть использованы напрямую для регулирования обменного курса. Еще 20 миллиардов – это золото, которое есть в резервах Национального банка, но это золото нужно еще продать, и мы видим, что цена на золото падает, соответственно, спрос на рынке не такой большой. И оставшиеся порядка 9 миллиардов, сейчас уже меньше, это непосредственно ликвидные резервы, которые Нацбанк может тратить на поддержание курса тенге. Но есть рекомендация Международного валютного фонда, что эти резервы не должны быть меньше 3 месяцев импорта. И как раз-таки для Казахстана эта цифра составляет порядка 9 миллиардов. То есть по резервам мы уже находимся на минимумах, которые предписывает МВФ. Угу. Вообще, Касымхан, какие последствия для экономики и для обычных казахстанцев может оказать невмешательство Нацбанка в регулирование курса национальной валюты? Как вы думаете? Казахстанское общество накопило достаточный опыт прохождения девальваций. Для нас это уже 4-я или 5-я девальвация, поэтому она будет развиваться по такому же сценарию, как и прежде. Все импортные товары будут дорожать на процент девальвации или выше. Также импортная составляющая в потреблении будет дорожать, соответственно, это приведет к скачку инфляции непосредственно после девальвации. Те товары, которые мы сейчас потребляем, текущая партия, которую скупят, она идет по старой цене, а новая партия, она уже будет формироваться с учетом нового курса и новой инфляции. Большое спасибо. Я напомню, на прямой связи был с нами экономист Касымхан Капаров, основатель сайта Economist.kz. Всего доброго, до свидания. В Казахстане объявлено чрезвычайное положение. После этого в Алматы резко уменьшилась посещаемость людных мест. Школьные дворы опустели как минимум на 3 недели. Шолпан Разбекова расскажет о жизни в южной столице Казахстана во время ЧП. Улицы Алматы днем непривычно пусты. Поток машин намного менее интенсивный, чем обычно. Школьники с сегодняшнего дня отправлены на каникулы, а вот детские сады все еще продолжают работать. Их деятельность пока решено не ограничивать. Приказы, что должны закрыться на карантин. Мы родителям с утра я разъясняю всем. Кто не может, они всех привели детей. Работаем. Вот школы запретили. Почему детские сады разрешили работать? Пока не было такого постановления. Да? Угу. И как обычно, да? Да, работаем. Все работаем. В городе по-прежнему работают кафе, магазины и крупные торговые дома. В некоторых из них введены повышенные меры безопасности. В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как дезинфицируют общественный транспорт. Дезинфекция полностью всего салона. Такие же действия проводятся и в поездах.
В Алматы поспешили обезопасить даже знаменитую гигантскую белку. На самую крупную инсталляцию города теперь надета черная медицинская маска. Кстати, о масках. Обычным горожанам найти индивидуальное средство защиты совсем непросто. Из 6 аптек маску мы смогли купить только в одной. Правда, теперь она стоит не 30 тенге и даже не 70, а целых 190, то есть $50. И хотя чиновники уверяли на прошлой неделе, что город не испытывает дефицита масок, судя по ответам провизоров, здесь их видели в последний раз давно. Недели 2 или сколько, может, больше, не знаю. Продажи нет масок, да? Нет. А антисептики сколько стоят? Антисептиков тоже нет. Продажи уже как месяц. Ну, нам сказали, что после обеда будет. А по Наши. какой цене, не знаете? Последний раз мы продавали, когда я работала в другой аптеке, по 30 тенге. Это обычные дешевые маски были. Сейчас будет по 150 тенге уже другие. Есть по 190, говорят. Да, по 190 масочка. Дороговато. Почему маски такие дорогие? Я не знаю, мы получили вчера. Это у нас централизованная, то есть офис и сеть аптек. Это туда вопросы, это не ко мне. В одном из популярных среди алматинцев торгово-развлекательном центре такие маски раздают бесплатно при входе, строго по 1 штуке на человека. Здесь же установлено стационарное дезинфицирующее средство, а служба безопасности проверяет посетителей тепловизором. Показывает на экране температуру тела. Если температура тела, естественно, превышается, то мы отправляем в ближайший медпункт. Режим работы в торговых центрах все же изменился. Время работы сократилось на 4 часа. А вот кинотеатры и детские площадки во время карантина не будут работать вообще. Работают только торговые галереи и общественное питание. Ждем дальнейших указаний государственных органов, связанных с чрезвычайным положением. Если нам скажут закрыться, значит мы закроемся. Мы, в общем-то, чувствуем ответственность перед гражданами. На ближайшее время запретили не только походы в кинотеатры, но и проведение свадеб и других торжеств. Многие, конечно, расстроились, но надеются, что без работы им сидеть недолго. Многие артисты зарабатывают на тоях, но думаем, что это временно. Тем временем, несмотря на предпринимаемые властями меры, казахстанцы не перестают шутить над коронавирусом. Даже запустили подобный челлендж. Им они надеются отпугнуть болезнь. Напомню, в Казахстане в целях защиты жизни и здоровья граждан президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение с сегодняшнего дня и до 15 апреля. Но при необходимости эти даты могут быть изменены. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Алматы. Между тем, около 200 граждан Таджикистана застряли на казахстанско-узбекистанской границе. Они возвращались на родину. Это произошло из-за закрытия Узбекистаном наземного сообщения с соседними странами. Люди отправили таджикской службе «Радио Свобода Озоди» видео с казахстанского контрольно-пропускного пункта Капланбек. По их словам, узбекистанские пограничники на противоположном пропускном пункте Навое объявили им, что въезд закрыт. В то же время казахстанские пограничники из-за введенного чрезвычайного положения в стране также отказались пропустить граждан Таджикистана. Сейчас на нейтральной полосе на границе двух стран находятся десятки машин. По словам таджикистанцев, среди них немало женщин и детей. Если у вас есть возможность, сообщите нашему правительству. У нас денег не хватит, чтобы тут продержаться. Вот сами посмотрите, сколько народу тут. Все они граждане Таджикистана. Нам бы выехать отсюда. Домой мы доберемся сами. С нами здесь очень много детей. Вон, посмотрите, в той машине 3, в этой 2. Это только в 2 ближайших машинах. По информации таджикистанских СМИ, МИД республики в курсе произошедшего. В ведомстве заявили, что они вместе с компетентными структурами Казахстана и Узбекистана работают над решением проблемы. МИД Таджикистана не сообщает о точном количестве застрявших таджикистанцев. Узбекистан вслед за Казахстаном объявил о выявлении первого инфицированного коронавирусом на своей территории. Накануне медики выявили COVID-19 у гражданки, которая вернулась из Франции. За неполные сутки число заразившихся в стране увеличилось до 6 человек. По данным Минздрава, положительный тест на вирус выявили у супруга, сына, дочери и внучки первой инфицированной, а также у прилетевшего из Стамбула в Ташкент мужчины. Власти заявляют, что 150 контактировавших с первой заболевшей находятся под наблюдением в карантине. Правительство ввело экстренные меры. Начиная с понедельника Узбекистан полностью закрыл авиа и дорожные сообщения. Вопрос о закрытии железных дорог решится в ближайшие 3 дня. Въезд для иностранцев и выезд для узбекистанцев будет приостановлен. Массовые мероприятия и собрания в госорганах отменяются, а каникулы в дошкольных, средних и высших образовательных учреждениях начались уже сегодня.
Власти рекомендуют религиозным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий. Несмотря на строгие меры, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов не называет это чрезвычайной ситуацией. Чиновник призвал население не поддаваться панике. Он подчеркнул, что аналогичные меры принимаются сегодня во всех странах мира. Круг сжимается, заявил премьер-министр Кыргызстана. Власти страны готовятся к появлению коронавируса в стране. COVID-19 в Кыргызстане не зафиксировано, однако небольшой ажиотаж на рынках и маркетах уже наблюдается. Пройтись по базарам пришлось и премьер-министру. О том, какая ситуация складывается в стране сейчас, расскажет Джибек Бигалиева. Это драка за муку на одном из складов Кыргызстана. Как только в соседнем Казахстане сообщили о первых случаях COVID-19, кыргызстанцы ринулись на рынки и магазины. В эти выходные на одном из крупных продуктовых рынков было действительно не протолкнуться. А вот настоящая паника началась, когда Казахстан объявил о том, что закрывает границы. Именно оттуда в Кыргызстан завозится большая часть продуктов. Но как только по магазинам и рынкам прошелся премьер-министр Абылгазиев и чиновники из мэрии, спекулянты значительно снизили цены. Сегодня на рынках уже спокойно. Все нормально, просто люди сами себе создают проблемы. Чем больше их сюда приходят, тем хуже для них самих. Панику усиливают интернет и телевидение. Хотя запасов муки достаточно, всем хватит. Я не покупаю муку, дома все есть. Пришел посмотреть, правда ли она так подорожала. Не понимаю, зачем панику разводить. Говорили, что цена на муку взлетела до 2000 сомов. Про рис и продукты сказали, что все подорожало. А я сейчас спросила, все нормально. Мука стоит 1100 сомов. Кто устроил такую истерию? Запаниковали люди. Мы разъясняем. Люди, не бойтесь, муки хватит. Кроме муки, гречки и вообще всякой разной бакалеи, в эти дни с огромной скоростью раскупаются вот такие витаминные смеси. Это знаменитый кыргызский мед и сухофрукты. Крепкий иммунитет – это единственное, на что сейчас надеются местные продавцы, потому что, как мы увидели, никто из них масок не носит. И вообще каких-то дополнительных мер предосторожности или ограничений, как мы заметили, никто не соблюдает. Рынок живет своей обычной жизнью. Все как обычно и на улицах Бишкека. Единственное изменение – школьники и студенты не ходят на занятия. Их отправили на карантин. С сегодняшнего дня закрываются и часть торговых центров, фудкорты, детские игровые площадки, кинотеатры. Заболевших коронавирусом кыргызстанцев нет, однако премьер считает, что это лишь вопрос времени. Но тем не менее мы должны готовиться к этому. Круг сжимается. Круг сжимается. Если посмотрите карты, там остались несколько стран, Кыргызстан в том числе, слава богу. Но тем не менее, что если в Казахстане есть болезнь, в Узбекистане есть болезнь, у нас каждый день ездят, приезжают, казахстанцы приезжают, узбекистанцы приезжают, мы ездим тысячами. Поэтому очень большая вероятность попадания болезни в нашу страну. Сейчас на карантине в Кыргызстане находится около 350 человек. Несмотря на то, что COVID-19 в Кыргызстане не зарегистрирован, вирус уже ударил по бюджету страны. По итогам года в правительстве ожидают, что власти не смогут выполнить часть своих обязательств. Джибек Бигалиева, Самат Алжбаев. В настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном приостановлено из-за обнаружения в Узбекистане коронавируса. КПП между двумя странами пропускает только возвращающихся домой граждан. На прошлой неделе в Таджикистане отменили репетиции мероприятий к празднику Навруз и закрыли мечети. О ситуации в Таджикистане Анушервон Арипов. В Душанбе медицинские маски носят немногие. К угрозе коронавируса люди относятся как к чему-то далекому и неопасному. Власти пока не задумываются о введении карантина, а вузы, госучреждения и школы работают в обычном порядке. Да нет, вообще нет никаких ограничений. Свободно? Да, свободно передвигаюсь. Ребенок в сад ходит тоже свободно. Ходим на работу, работаем как обычно, каждый день. У нас в ВУЗе ничего не говорили про вирус. Мы знаем, что в Таджикистане нет вируса. Несмотря на то, что праздника не будет в Душанбе, праздничная ярмарка продолжает работать. Десятки мелких ларьков торгуют фастфудом. Народу здесь тоже немало. Ничего не изменилось, работаем как и раньше. Никаких изменений мы не вводили. У нас и так чисто. Соблюдаем гигиену, работаем в перчатках. Ровно в полночь власти Узбекистана приостановили авиасообщение с Душанбе. Через наземные контрольно-пропускные пункты Узбекистана разрешен проход только возвращающимся гражданам обеих стран. Таким образом, покинуть Таджикистан наземным транспортом можно только через Кыргызстан.
Вчера еще народу было много, сегодня мало людей. Нам сказали, что в Узбекистан впускает только своих граждан и выпускает только таджикистанцев. Власти Таджикистана считают, что никаких дополнительных мер безопасности, как запрет на выход из дома, закрытие парков и площадей и комендантский час вводить не нужно. Того, что сделано, уже достаточно. Ведь ни одного случая заражения до сих пор не выявлено. Все необходимые меры были уже предприняты. Сегодня нет необходимости в том, чтобы прекращать занятия в школах, вузах, детских садах, так как в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Таджикистан, несмотря на отсутствие заболевших, сегодня получает средства индивидуальной защиты, медицинские препараты и деньги на их покупку от международных доноров. Власти делают запасы на случай распространения коронавируса. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Испанцам запретили передвигаться по улицам без особой необходимости. В этой стране за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло вдвое. В ряде других европейских государств объявлен режим ЧП. Число зараженных COVID-19 и количество летальных исходов только увеличивается. Подробнее Джазгуль Гимбердиева. От коронавируса в мире умерло уже более 6,5 тысяч человек. Зараженных почти 170 тысяч. На первом месте по числу смертей остается Китай. Здесь более 3000 жертв. На втором – Италия. Только за последние дни скончалось около 2000 человек. Тройку замыкает Иран. Тут более 700 смертей. На четвертом месте Испания. Число смертей за сутки здесь увеличилось почти вдвое. Со 152 до 292 человек. В целом в стране насчитывается почти 8 тысяч инфицированных. Объявлено чрезвычайное положение. Военные патрулируют улицы. Словакия и Сербия также объявили чрезвычайное положение. С сегодняшнего дня здесь закрыты все магазины, кроме продовольственных, аптек, автозаправочных станций и почтовых отделений. Чешская республика тоже ужесточила меры борьбы со вспышкой коронавируса. Власти до 24 марта запретили людям выходить из дома без уважительных причин. Парижский общепит прощается с посетителями на неопределенный срок. Франция закрыла места массового скопления людей еще вчера. Число случаев заражения здесь до 4,5 тысяч человек, 127 смертей. Германия с понедельника временно вводит контроль на границах с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. В воскресенье в стране было зарегистрировано почти 5000 случаев коронавируса, 12 со смертельным исходом. В то же время граждане Италии, где число заразившихся приближается к 25 тысячам человек, несмотря на режим изоляции, объявили флешмоб «Освети Италию». Они выходят к окнам и балконам, чтобы помахать друг другу фонариками. За день до этого итальянцы выходили на балконы и пели песни. В Киеве запрещены массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Напомню, в стране 3 случая заражения. Несмотря на это, в Киеве в субботу сотни человек вышли на акцию протеста. Собравшиеся выразили недовольство политикой Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе. Извините, после августа 14-го пугаться коронавируса, я не знаю, кто тут его может испугаться. Такое. Из-за пандемии COVID-19 улицы многих европейских городов стали гораздо безлюднее, чем обычно. А в китайском городе Ухань, ставшем очагом нового коронавируса, жизнь постепенно возвращается в свое русло. Пик эпидемии здесь миновал. Джазгуль Гимбердиева, Тимур Тимаев. Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Ну и встретимся с вами завтра. Всего доброго. Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в Румынии, а если быть еще более точным, в исторической области этой страны, знаменитой Трансильвании. С юга и востока Трансильванию окружают Карпатские горы, а славится эта историческая область Румынии своими нетронутыми лесами, прозрачными озерами и старинными городками с мощенными улицами периода Средневековья. Путин еще на 12 лет. Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Почему в Крыму закрашивают муралы с президентом России? Негативно относится к Путину, негативно относится к всей этой афере с аннексией Крыма. Днепровская вода для Крыма. Вообще мозги начнут работать, то, конечно, надо давно подавать воду. Хватает или нет воды полуострову? Смотрите «Крым. Реалии» в эфире телеканала.